Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что перевернет вашу жизнь, какие события кардинально повлияют на вашу судьбу. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Как мило. Так, ну что ж, что повлияет, что перевернет? Здесь в левой стороне у меня признание в любви. Мужчина женщине признается в любви. Женщина и ошарашена, и удивлена, и шокирована, и при этом у нее бабочки в животе, и голова кружится от счастья. Ваша жизнь перевернется в момент, когда мужчина признается вам в любви. Ваша судьба кардинально начнет меняться, когда в вашей жизни появится тот, кто вас полюбит и вам в своей любви признается. Если вы мужчина, то вы влюбитесь в женщину, с которой у вас сложится прекрасная жизнь, которой вы признаетесь в своих чувствах, с которой вы будете вместе. Да, вот настолько сильно полюбите, что сделаете все для того, чтобы она была вашей, и вы не ошибетесь. Ведь именно эта женщина создана для вас, а вы созданы для нее. Невероятная пара, которая настолько идеально стыкуется с друг другом, настолько идеально подходит. Люди как на одном дыхании живут. Признание в любви переворачивает вашу жизнь, будь вы мужчина, будь вы женщина, и, конечно же, кардинально влияет на вашу судьбу к лучшему. Здесь четко рисунок идет в левой стороне, потому что, скорее всего, вы уже не ждете и не верите. Да? Не ждет женщина, что кто-то ее полюбит, не ждет, что ей признаются, что ей предложение сделать. Не ждет она. Либо мужчина тоже уже так махнул на себя рукой, думает, да какая любовь, да? Где ее искать? Не хочу жениться, да, уже ничего не хочу. А нет, будет, обязательно будет. Очень счастливое событие. И здесь люди просто в унисон живут. Дальше в центре у вас большой камень, и в нем крест. Вера. Вера, настоящая вера. Знаете, без укора, без упрека. Когда человек вопреки, да, верит вопреки. Человеку сложно, человеку тяжело, какие-то неприятности, болезни, беды, катаклизмы, а человек все равно верит. И сила веры переворачивает жизнь, привлекает хорошие события, ведет исполнение, дарует исцеление, но опять же, со всеми вытекающими. Действительно влияет на судьбу. Смотрите, у кого-то в прямом смысле слова, да, верить до конца, вопреки верить, надеяться и верить, и потом получить. А у других, как поверить, может быть, пойти во служение, либо как стать верующим человеком. Опять же, вы все разные. Но вера творит чудеса, действительно меняет и жизнь, и судьбу. Опять же, в центре у вас этот рисунок. То есть это прям на линии вашей жизни выходит. Вера творит чудеса и меняет жизнь к лучшему. Здесь, кстати, не только вера, но и терпение. Да, терпение.
правой стороне у вас большой медведь. Вчера, да, по-моему, вчера у нас в отсыпке, опять же, в правой стороне был образ девы и льва. Сегодня у нас медведь. Знаете, как информация повторяется. Если бы этот медведь вышел в левой стороне, я бы сказала, кто-то к вам придет, сильный и мощный. Но поскольку медведь у нас справа, это вы. Вы и ваша сила, ваша внутренняя сила. Сила, о которой вы и не знаете, и не догадываетесь. То есть вы сами себя еще до конца не узнали. Событие, которое спровоцирует открытие, раскрытие вашей силы, вашей мощи, ваших способностей. Опять же, инициация идет. Событие, кстати, не настолько прям громкое, либо значимое, но тем не менее, это как искра, которая зажигает пламя, ваше внутреннее пламя. Вы очень сильный человек, вы еще себя не знаете, до конца не оценили, до конца не раскрылись, даже сами перед собой. До события, оно, кстати, у вас не за горами. Здесь буквально вот в следующем сезоне, либо до конца следующего сезона вы кардинально поменяетесь. Вы словно бы другой человек будете. Сильный, уверенный в себе, знающий себе цену. И вот знаете, вижу цель, не вижу препятствий. Не будет для вас преград. Очень сильно поменяетесь. Все будут это отмечать. Да вы и сами это тоже увидите. Сила. Так, здесь у вас перчик. Причем перчик такой, знаете, остренький. Даже прям очень остренький. Но это к страстям. Это страсти. Страсть может быть между мужчиной и женщиной, и страсть может быть ваша, да, например, там, к чему-то, к какому-то делу. Прям загоритесь и будете гореть, вот прям наслаждаться этой страстью. Ну, это хороший момент. С правой стороны к вам прям в руки этот перчик падает. Что бы это ни было, но вам понравится. Вы будете от этого получать максимальное удовольствие. Так, фонарик у вас тут вышел. Фонарик и как новое видение. Фонарик прозреть, осветить себе путь. И также у кого-то отыграется научиться видеть то, что не видят другие. Научиться видеть в кромешной темноте. Глаза как орган могут видеть лучше. И также это может быть дар. Дар читать людей как открытые книги. Опять же, вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Но фонарик, он с вашей стороны. То есть во благо вам этот фонарик будет дан. Либо во благо вы его сами зажжете. Лодка, в ней человек. Лодка в тумане. В тумане решение, которое вы примете. Куда-то ехать, кого-то посетить, где-то побывать. В тумане, потому что не уверены. А вот решение вы примете правильное. Здесь вот не показано, поплывете вы, либо останетесь. Но показано, что ваше решение, оно единственно правильное. То есть, если вы остаетесь, это правильное решение. Либо если вы едете, тоже для вас будет правильное решение. Вы все разные. Поэтому, мои хорошие, решение будет верным. Ваше решение будет верным. Тут вы по-любому себе что-то хорошее придумаете, либо ваше решение вам благость принесет. Идем дальше. Кольцо у вас выходит. Кольцо. Брак. Смотрите, здесь вам признаются в любви, а здесь у вас брак. С правой стороны. Опять же, по кольцу может быть и не ваш брак. Может быть, вы кого-то будете замуж выдавать, либо кого-то женить. Да? Вот рядом с вами человек, роднулечка ваша. Просто хороший, добрый человек, с кем вы больше даже, чем родственники. Но явно вот заключение брака. И также по кольцу, кстати, бывают еще и союзы. Когда люди объединяются в союз. Союзы у нас бывают не только любовного характера, брачного характера, но и дружеского, также коммерческого, делового. Да? Хорошее кольцо. Хорошее, ну такое толстенькое, вы знаете. И в долгую тут люди счастливы будут максимально друг другом довольны. И как образцово-показательный союз.
даже завидовать будут, да, такому союзу. Но кольцо вам падает как данность. Так должно было случиться, и так по-любому случится. Да? Тут нет преград, здесь как на роду написано. На роду попасть в вот такой чудесный, уникальный союз, чего бы он ни касался. С левой стороны мужчина в короне гуся вам несет, за шею держит, как добычу несет. Мужчина в короне. Но обычно мужчины в короне — это представитель власти. Даже могут как государство, да, в виде мужчины с короной на голове. Я так понимаю, что от своего государства, либо от представителей власти вы что-то будете получать. Именно получать. Либо что-то вам будет дано, выдано, одобрено, дозволено. Да, кто-то, например, ордер на квартиру получит, а кто-то получит, может быть, какую-то выплату, компенсацию. Кто-то получит, может быть, какую-нибудь привилегию, да, льготу. Опять же, вы у меня все разные, но вижу, что будете получать. И этот гусь, он, ну, я вам скажу, непростой гусь. Он, во-первых, будет дарован вам в долгую, и вы этим будете очень успешно пользоваться себе во благо. И вот вижу, что единожды получив этого гуся, вы будете безвременно этим пользоваться, владеть, пользоваться, ну, смотря что вы получите. В принципе, ну, гусь крупный, значит, неплохо получите, но во благо, да, именно во благо. Вон своего момента дождетесь. Так, еще поворотный момент. Ну, здесь операцию мне показывают. Я понимаю, что вы все разные, операции могут быть разные, но вот показывают мне операцию. Операция, которая будет выполнена. Будет выполнена. И вы знаете, после этой операции, ну, действительно, как жизнь поменяется. Причем не сразу, не в один момент, что вот операцию сегодня сделали, а завтра вы уже другой жизнью живете. Там какой-то еще период должен пройти, кратные двойки. То есть 2 недели, либо даже 2 месяца. И вот после этого вы прям все ощутите, все плюсы, все позитивное и доброе от этой операции. Да, весь этот эффект вы ощутите. Но вижу, что операция, что-то будут вам там резать. Вам, либо кому-то из ваших близких. Но опять же, настолько близкий человек, что и на вас это все распространяется, на вас это влияет. Ну, вот оперативное вмешательство будет. Будет. Может быть, сейчас под вопросом, либо вы не уверены, как стоит, не стоит. Но вижу, что будет. Еще мне показывает человека, который сейчас от вас, ну, наверное, к вам сейчас пристает, домогается, может быть, жить вам не дает нормально, мешает, лезет, агрессирует, может быть, даже в вашу сторону. Ну, вы все разные. Я вижу, что этот человек отвернется от вас. Вы как для него невидимкой станете. Не могу сказать конкретно, что произойдет, но вот как на оба глаза ослепнет. То есть больше вас не сможет увидеть, и вы у него за спину заходите, да? И так глазами не видит, а вы еще за спину зашли. Если вы страдали от действия этого человека, если этот человек вам действительно очень как-то по жизни прям мешал жить спокойно, не давал, то ситуация кардинальным образом поменяется. Что-то произойдет не с вами, но с этим человеком. Он вас видеть перестанет. Ну, может быть, даже в какую-то изоляцию попадет, либо в какие-то ограничения. Может и правда что-то по здоровью случится. Но вот не видит, вот потеряла, не лезет больше в вашу жизнь, не мешает, не угрожает, не как-то на вас там воздействует, влияет. Как закончится, это закончится. Для вас это, кстати, очень счастливое событие. Ведь этот человек действительно очень значительно подпортил вашу жизнь. Вы и не видите этого человека, и не слышите, и этому очень рады и благодарны судьбе, что именно так произошло, что избавили вас от этого неприятного общения, да, допустим так,
общение, может еще что, но избавят, избавят. Здесь как провидение вмешивается и разделяет. Опять же, человек больше вас не видит. Что прям акцент на глаза сделан. Может, и правда что-то будет. Но для вас это все-таки плюс. Плюс, причем очень долгожданный плюс. Так, что еще перевернет вашу жизнь и повлияет на вашу судьбу? В левой стороне как место какое-то для вас освободится. Место под ярким солнцем. Просторное, кстати, место. Может быть, это рабочее место. Может быть, это ниша в вашем бизнесе, да, которую вы сможете занять. Может быть, еще в чем. Но вот вижу, что вы смотрите, глазам своим поверить не можете. И страшно, и хочется. Место. Какое-то место вы должны занять, и вы его займете. Не сразу. Тут будут сомнения. Вас даже, возможно, кто-то будет уговаривать, что ну не бойся, давай, пойдем, попробуй. Вот. А вы по итогу все-таки согласитесь и не прогадаете, и не пожалеете. Место с левой стороны, это прям совсем что-то неожиданное и невероятное, я бы даже сказала. Место, может быть, даже как новая роль в жизни. А может быть, это что-то связано с вашей карьерой. Прям место. В семье может быть место. Да? Ну, вы занимаете, и прям на вас вот солнечные лучи направлены. Комфортно себя очень чувствуете. Но это ваше место. Как под вас сделано, создано. У бортика слева стоит образ женщины, которая на вас систематически что-то вот прям насылает, посылает, наводит, глазит, может быть, магичит, может быть, лезет в вашу жизнь, может быть, провоцирует какие-то негативные моменты для вас, клеветой занимается, распространяет клевету, оговоры всякие, стебет, может быть, вас. Ну вот что-то она такое прям негативное делает, эта женщина. Руки у нее очень длинные, ну, либо она очень долго это делает. Очень долго и безнаказанно. Вот это самое главное слово, безнаказанно. Она как будто бы уже ничего не боится. Она уже, как знаете, над всем смеется. И такая, но кто мне что сделает? Вот что хочу, то и творю. Да, кто вы все такие? Вот я тут такая крутая, неземная. Что произойдет? У этой женщины за спиной беда стоит. Беда. Причем беда, она, как известно, не приходит одна. Либо эта беда ею заслужена, ну, за все то хорошее, что она вам сделала, и другим, кстати, тоже. Либо ну, это ее судьба. Да? Судьба вот так вот именно прожить. И вот в будущем, когда ее настигнут все эти беды, она прям диаметрально поменяет эту свою риторику в вашу сторону. И вместо плохого будет о вас говорить только хорошее. Вот, ну что-то такое прям серьезное с ней произойдет. Серьезно. Но у вас как бы врагов поубавится, да, либо вот таких негативщиков рядом с вами поубавится. Это тоже положительно. Так, чуть выше. Образ человека, который от чего-то отказывается. Человек от этого отказывается, а вам приятно, а вам хорошо. Почему-то вы этот отказ со слезами счастья на глазах встречаете. Может быть, настолько это будет желанно и невероятно, что вы аж немножко прослезитесь. Ну, от чего можно отказаться? От дурных привычек можно отказаться. От каких-то глупых решений можно отказаться. Ну, вижу, что отказывается. Человек вам либо родной, либо близкий. Прям очень это на вас повлияет. Может быть, как душа, сердце за этого человека не на месте болели. А вот человек отказывается от чего-то плохого, и вы раз и радуетесь. Радуетесь и понимаете, что ох, полегче, получше, повеселее теперь становится. Но опять же, вы разные, у каждой по-своему проиграется. С правой стороны показаны какие-то знания. Знания, умения. Что-то прям...
Мастерство, скорее всего, тоже можно туда добавить. То ли вы уже умеете, но никогда не пользовались, ну, либо, может быть, скрывали. Скрывали от общественности, от близких, что вы умеете, знаете. Либо вы еще пойдете учиться, будете только лишь обретать эти знания. Получение этих знаний, либо обретение знаний, применение знаний, умений очень сильно повлияет на ваш статус, на ваш авторитет, на ваше положение в обществе. Вижу, что вас это возвышает. Для вас это какие-то вот прям как новые пути, дороги вверх открывают. То есть вы однозначно будете расти, популярность, возможно, ваша будет расти. А, кстати, у кого-то так и отыграется. Благодаря новым знаниям, благодаря новым умениям, благодаря новым, не знаю, приемам, да, можно так сказать, вы и свою популярность найдете, обретете. Популярность ведь тоже бывает разная. Можно быть популярной в каких-то кругах, да, узких кругах, а можно и мировую популярность получить. Да, у каждого будет по-своему. Но вижу, что это именно знание, мастерство, как подготовка даже может быть какая-то. Вот через это вы обретаете. Либо уже умеете, но скрываете, не применяете, либо вы только лишь будете этому учиться, и это вам очень здоровски пригодится. Вот этот фрагмент, он прям совсем уникальный. Здесь вы с неба звезды ловите. В прямом смысле слова. В свою шляпу вы ловите звезды. Но это дары. Дары небес, дары судьбы. Знаете, как говорят, с неба упало. С неба. Я так понимаю, что вы это все честно заслужили и заработали. Понятно, что у каждого будет свой подарок с неба, либо свои звезды с неба. Но, тем не менее, вот что вас всех объединяет, что это будет. И вы, снимая свою шляпу, ловите звезды с неба. А они прям именно в вашу шляпу падают, да, либо к вам именно падают. Ну, честно заработанное, честно заслуженное. И еще у кого-то отыграется, что это то, что вы просили, загадывали. Ну, бывают люди, да, с мечтой. Мечта там сложно выполнимая, либо маловероятная, да, что она исполнится. Куда люди обращаются? Правильно, к небесам, к высшим силам. Загадывают, просят, может быть, даже какие-то действия совершают, ритуалы проводят, молитвы читают. Ну, грубо говоря, дословно, все, что вы просите, либо то, о чем вы просите, будет вам дано. Причем щедрой рукой, щедрой рукой. Здесь ни одна звезда упадет. У вас настолько светлая душа, что небеса вас слышат и вам дают. Опять же, может быть, этот фрагмент связан с этим фрагментом, там, где вот на вере у вас все идет, да? У вас сильная вера, и за это вам вот идет. Живете вы правильно. Поступки у вас чистые, добрые, да, другим помогаете. Но вот звезды будут падать. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.